Предновогодние дни самые необычные. Вечера затяжно темные, снег хрусткий, морозы щиплют за неспрятавшиеся носы, а в окнах уютно светятся разноцветные огоньки. И как бы ни складывалось, почти для всех приходит любимый ритуал – украшение елочки. Уже в который раз украшает пушистую красавицу Анатолий Александрович Сибирянский. Пока мы перебираем фотографии и беседуем, он деловито опутывает лапы разноцветными огоньками. На фотографиях история. Мама, ее дедушкина мама. То есть получается, да, получается моя бабушка. И даже на немногочисленных кадрах. Раньше фотографирование было очень редким событием. Можно увидеть, как жизнь причудливо складывает свои узоры. Каждая семья плетет свое кружево. Каждая ниточка узора уходит в предыдущий. Наши герои сегодня – супруги Сибирянские, Анатолий Александрович и Татьяна Федоровна. А собрались мы дома у их дочери Яны. Сама фамилия по-настоящему говорящая – Сибирянские. Когда-то глава семьи приехал, а впрочем, расскажет гораздо лучше. Как? С чего начать? Когда-то 100 лет тому назад с Усть-Куйги приехала матушкина подруга. Туда, в село, где я жил, с армии пришел. Ну и поговорили, и она мне говорит, поехали туда, с армии пришел, одеться не во что, хоть заработаешь, там 100 рублей заработал, 200 получил, там коэффициент был такой в Заполярье. Ну и сделала вызов, и я в феврале, кажется, 74-го уехал туда. Там работал в полярной геолого-разведочной партии. Начальником был Никулин Николай Иванович, очень классный начальник, единственный за всю мою жизнь, которого я очень уважал и уважаю до сих пор. Ну, он предложил сюда, в Алекминск, ехать, новый город, как он говорил, новый город будем строить, Торгол. Ну и следом за ним сюда прикатился. Это, получается, вы были в Заполярье, отработали, да? Да, ну там год я отработал в Усть-Куйге. И вот за родным начальником сюда ломанулся. А он здесь, Читегре, он был заместителем Гукова Николая Ивановича. Ну и вот электричил я здесь у них. А уже стали электриком, получается? Ну, я и был электриком, и в Усть-Куйге. Он и звал меня сюда, что ему понравилось, что я там не дурака валял, а работал нормально. Ну, и он соблазнил меня сюда. А ваша родина – это? Село Белык на Красноярский край, на Енисее. Но все-таки климат немножечко помягче. Вот когда вы столкнулись с севером, какие были вообще ощущения? Как вообще это все вот встретила, как Якутию? Ну, очень морозно было. Хотя оно
И привыкшие у нас за 42 и по 45 порой бывало там, на родине у меня, в старом Беллыке еще. Правый берег Енисея, на левом берегу Хакасия, а там степи, горы степи, постоянно ветродуйки оттуда, ну, в общем. Климат тут из-за того, что морозы жестче были, суша, ну, а так нормально переносил, как Не правильно удивило, выразиться. да? Не особо удивило. Да, сильно не напугал меня морозы якутские. А не было вот мысли, в принципе, ну, Читыгре, Торго, да, Торго. Сколько лет вообще там вы прожили? Я в Торгу не жил, я в Торгу наездами работал. Наездом. А жил здесь, в Алёкминске, здесь база основная, в то время основная база была здесь, в Алёкминске. А там Торго только начиналось строиться. У меня старые фотографии есть, там палатки, избушечки дощатые. Так начиналось Торго. Электриков не было в то время. Можно сказать, я первый электрик в Читыгре. Потом уже тут следом за мной в это же лето 75-го набирали туда конкретно, туда электриков на Торгу. А так я первым был. А не было мысли уехать, в принципе, ну, в другие, более теплые края? Ни разу такие глупые мысли не посещали мою голову. В одной из бесед услышала от супруги Татьяны Федоровны фразу: «Он мечтал увидеть северное сияние». Мечта была северное сияние увидеть, услышать шепот звезд, ну и посмотреть тысячные оленьи стада, что не довелось увидеть. А так, знаешь, что такое шепот звезд? Видел северное сияние, цветное, красотища неописуемое. Ничего они тебе нашептали? А? Ничего они тебе нашептали? Кто? Звезды? Шепот звезд. Шепот звезд — это когда на улице за 60 молотит, вдохнул, и оно в раз замерзло, и уже туда не пар летит. Звенит. После рта сразу застывает. И Это вот, в дуге? и вот когда идешь, оно же волей-неволей, воздух-то мимо, и слышишь, первое время я Казалось, что кто-то идет, да? думаю, кто там следом тащится нафиг. Посмотришь, никого нету, только пошел опять. Вот это поэтическое название, кто-то когда-то назвал же это шепот звезд. Оказывается, вот эта штука шепот звезд. Вы прилетели, получается, когда вот, ну, вот в Куйгу? В феврале. В самый, в принципе, вот, наверное, Да, такой да, один из да. самых. Да, уже, в общем-то, серьезно было. Где была тогда мысль, вот именно, сяду я обратно и полечу Куда я срочно? попал, да? Вот Ну, в то молодость. время нет, естественно, нет. Не, я говорю, тем более я в отношении непогоды, меня как-то ну, с детства видно организм. Он говорит, что он сибиряк. Да. Ну, я вот до сих пор так вот, допустим, выхожу, все матерятся. Недавно, месяц тому назад в Якутске был, на остановке. Женщина якуточка подходит: «Застегнись, пожалуйста, и я на тебя смотрю, и мне холодно». У меня так распахнуто все время горло. Приехав с красноярских краев, пустил корни в землю Якутии молодой паренек Толя. Но без половинки своей жизнь могла сложиться совсем иначе.
как пересеклись вот ваши пути? Ну, я в 76 году закончила школу, ну, уехала в Иркутск, потом вернулась. И когда я приехала в 78-м приехала, я устроилась в кинотеатр «Дружба». Ну и там мы познакомились. Я работала кассиром. Там такой фраер ходил. Вот. И, ну, год встречались, и в 79-м поженились. В 80-м Яна родилась. Вот. Получается, что, тем не менее, ваши корни, они тоже, в принципе, вы уже аликвинчанка. Да. У меня родители приехали в 59 году с Иркутской области и как бы остались здесь. Я родилась в 59-м, через 2 года брат у меня родился, Миша. И мы так и здесь остались. Осели. Да. Ну, на сегодняшний день это большая очень семья. Что вот вообще привлекало? Почему Алекминск? Почему вот именно вот настолько? Чем он такой вот оказался? Да я не знаю даже, как правильно выразиться, так рассказать. В большие города меня не тянуло. Еще раньше, когда Николай Иванович Никулин уезжал на БАМ начальником, я его просил, я говорю, ты, наверное, меня заберешь с собой-то? Он говорит, ты же собираешься жениться? Я говорю, ну да. Ну, если квартира будет, я тебе сделаю вызов. А без квартиры что-то туда подтащишься по вагончикам. Ну и так не довелось въехать. А больше никуда не тянуло. И получается, вы всю жизнь проработали. В Алекминской, в родной. Ну, получается, 17 лет он в Торго проработал, и 40... Не в Торгов, в Читегре проработал. В В Читегре. И забыла сколько, 27 лет в Ирисе. Он, когда Читегре закрылась, он перешел в Ирис. То есть, в принципе, на глазах история развивалась. Вот Торго, начиная от самого вот становления его и завершая, наверное. И вот Закрыт. не довелось только ломать его, слава богу. А какой вот это поселок был? А? Какой это был поселок вообще? Ой, это самый классный поселок, наверное, в этих краях в Якутии. Там, грубо выражаясь, даже в коровнике полы кафельные были, грубо выражаясь. Николай Иванович, Гуков, у него даже подпольная за глаза кличка была «Строитель с геологическим уклоном». Потому что он в строительство, буквально во все вникал. Каждый в семье имеет свои увлечения и интересы, причем увлекается этим очень серьезно. У Анатолия Александровича обычное хобби выросло в большее. Он известен многим как фалерист. В том самом 1974 году, приехав в Усть-Кайгу, он приобрел значки на память. 1-2, не более. В итоге собирает значки более 40 лет. Самая большая подборка на тему Якутия – это более 3000 значков. В общем, коллекция насчитывает порядка 5000. Есть ли вот чувство, что Родиной стала? Да. Естественно. Это чувство давным-давно, что это здесь Родина. Там, да? Той Родины, которая моя Родина, ее нет, я же говорю, село затопило. А куда нас перевезли, перенесли село. Я туда вернулся, в это село, уже построенное, так сказать, после армии. До армии ГПТУ в Хабаровске учился. ГПТУ закончил, работал там на Дальнем Востоке, в электромонтаж. И оттуда с Арсеньева призвали в армию. 2 года в армии. И потом уже, после 5-летнего отсутствия на родине, вернулся.
А тут поселок, где просто там матушка жила, и все, и больше мне никаких ощущений к тому поселку не было. То, что матушка там жила. И вот я с армии пришел 3 года при матушке, пожил в том новом Белуйке. И вот я рассказывал с тетя Аня, соблазнила меня туда в Заполярье. И все, и с тех пор я больше здесь, чем там. И прожил, естественно, даже на то время, пока молодой, холостой еще даже был, уже не тянуло в те края. Прикипелось уже. Ну, корни пустил он. Ну, корни, А да. потом- Дети, внуки, уже все. А потом, когда действительно, когда уже женился, дочь, внуки, естественно, уже Уже и мыслей-то никаких даже абсолютно. абсолютно. Яна, а у тебя какое вот отношение к будущему? Ну вот, это ну, твоя родина уже начиная с самого рождения. У тебя вот как вообще мысли? Ну, нет, я вообще очень люблю Алекну. И вот, ну, видимо, вот сейчас услышала от папы, ну, видимо, это семейное. Вот в большие города вот мне вот съездить, посмотреть, по магазинам по походить, магазинам да, ну, пошариться. да, в театр, там, в культуру где-то приобщиться к культуре. Но потом где-то через неделю-две все уже начинается, что надо сюда, надо домой. Ну, как-то вот так. Говорю, здесь как-то тихо, спокойно, люди свои... Тут идешь, всех знаешь. Да, Совсем идешь, всех здороваешься знаешь, постоянно. Как бы. тебя все знают. Услышав в юности песни Владимира Высоцкого, он пронес это по всей жизни. Песни, рожденные в душе, стали спутником Анатолия. В республике, да и, наверное, в стране единицы тех, кто имеет все 30 песенных концертов певца. У Татьяны Федоровны это огород, вернее, некоторая ее часть. Я знаю, что вы еще и огородница. Ну, есть маленько. Ну, ничего себе маленько. Знаете, сколько у нее томатов семян? Я. Но это, я говорю, как мужа ругаю, что он значками занимается, все берет, а я как увижу помидор, какой-то сорт, мне тоже его охота взять. И у меня больше уже 300 этих сортов томатов. И еще жду посылку от селекционера. То есть вы их не просто, вы их и все еще и садите. Ну да, конечно. Садит, делает эксперименты, какие-то выводы. Но дело Что у в том, нас лучше что растет? просто все сразу не посадишь. Вот, например, на сегодняшний день, вот я вот в Иркутске была, мне Толина сестра дала 20 сортов томатов. И еще я сама там купила. И еще у меня новые, которые многие не посадила. И теперь я не знаю, какие. Сейчас еще придут Еще мне. она посылку ждет, еще Да, на и свадьбу я теперь ждет. не знаю, какие же мне первые посадить по томаты. Какие критерии отбора вот в таком количестве могут быть? Да, мне просто нравятся Апельсины, да. крупные, ну, как сказать, я все хочу найти такое урожайные, крупные. Чтоб сразу с куста Да. и ведро. Да, да. Но, в принципе, мы, в общем-то, не жалуемся, у нас хватает томатов. Я томаты сажу в основном. Ну, Ну, то есть мне нравится. Именно страсть к Да, томатам, именно да, страсть к томатам, ага. Мгм. Вот. Еще А. георгии, ну у нее красивые были. Ну, цветы садим, но только, к сожалению, они у нас плохо зимуют. Ну это да. Да. У Яны свои увлечения. На стенах уютного дома всюду вышивки. Все это работа ее рук. Сказать, что к творчеству я пришла вот, сразу с детства что-то творила. Ну, рисовать любила, наверное, как все дети. А потом уже вот став взрослой, как-то вот мама мне как-то вот это началось с мамы. Мама мне подарила набор вышивки первый. Я еще такая удивилась. Мама, ну где я? Там молодость, там, господи, где я и где вышивка? А потом дело было вечером, делать было нечего. Раз первый стежок сделала, два первый стежок, опаньки. И затянула, очень затянула. И вот как-то потом... А потом я сперва вышивала, а потом я когда пришла на работу в детский центр, мне вот предложили вести студию бисероплетения.
И как бы надо было тоже же учиться, чтобы вести студию. Ну и начала совместно параллельно вышивке заниматься бисером. И тоже затянула. И вот, ну, у меня бабушка, моя бабушка Нина, мамина мама, ее очень многие знали, потому что бабушка у нас в те далекие 90-е трудные времена шила шапки. И она была очень, ну, в этом смысле талантливый человек, что меха бывают разные. Она могла вот из ничего сделать такую вещь, что и не скажешь, что из каких там не очень красивых и неопрятных шкурок. Ну, умел человек сделать. Может, это от бабушки вот как бы пришло. Потом я знаю, что у нас дедушка, он в детстве вышивал. Ну, правда, я вышиваю крестиком, а дедушка у нас вышивал гладью. И даже его работы в те далекие времена на выставках занимали места. И не верили, что как бы мальчик и вышивает, может, как бы и от папы. Ну, в принципе, мама всю жизнь у нас вязала. Обвязывала шарфы, рукавички всегда, вот эти узорчатые, в те времена были модные, свитера, это мама вязала. Так что у нас как бы вот все из семьи, и от мамы, и от папы, и от бабушки, от всех понемножку, да. Ну, а цветы у нас любила очень мама, у нас всегда были окна красивые. Да, у У бабушки. Урицкого. Да. А в черемушках у бабушки были Да, самые красивые. красивые, они все были в цветах всегда. У нее герани красивые, бегонии были очень красивые. Семью очень хорошо знают не только в самом городе, но и в районе. Это из-за работы. Я работал в энергосбыте контролером. Ну и когда объединили сельхоз и северные сети тогда еще были, бедолаги, я уже заблудился, 100 раз переименовывали, объединяли, и вот эти поселки, села от Тинной и до Малыкана, все ну, подчинение, грубо выражаясь, или как правильно выразиться, по этим энергосбыта. Учеты по счетчикам, по предприятиям, ну и, соответственно, по частному этим. Сектору. Там, естественно, набрали местных контролеров, что уже там в каждом поселке был контролер. Ну, мы ездили как эти. Контролеры. Типа контролеры и контролера заодно тоже, да, можно так выразиться. И поэтому практически, да, от Малыкана до Тины меня во многих деревнях по работе помнили. Но я знаю, что, Татьяна Федоровна, у вас тоже жизнь была связана с тем, что, в принципе, сама работа – это постоянная помощь людям. Я-то как бы случайно туда попала. Я сначала пришла в отдел социальной помощи на дому, но потом я перешла в самоуправление. Как раз вот оказание материальной помощи через меня это проходило. Ну, как-то вот так. Вообще, что главное вот в вашей работе? Ну, как сказать главное? Ну, во-первых, надо быть очень внимательным к человеку, потому что человек, когда к нам подходит, все по-разному своими проблемами. И в первую очередь, конечно, они ждут от нас, чтобы мы откликнулись к ним. Но это в первую очередь быть внимательными к ним. Как бы вот так. И скоро вновь декабрь закроет страничку не только месяца, но и всего года. Еще один год в историю узора этой семьи. А этот узор в историю района, всей республики, тесно переплетаясь с другими. Мой адрес – Якутия. Просто молодец, она молодец.
Для многих эти слова стали по-настоящему родными. Кто-то приехал просто посмотреть, кто-то следом за мужем, кто-то за женой, кто-то по работе и навсегда остался в этом суровом, но прекрасном крае, где зимой местами можно услышать шепот звезд и увидеть россыпь красок на небе, где под ногами хрустит снежок и где летом солнце палит жарче, чем на югах, где край завораживает настолько, что даже уехав, тянет обратно. Мой адрес – Якутия.